Оказалось, что у 25% минчан депрессия. Узнали? Согласны? Высветлілася, што чвэрць мінчукоў маюць дэпрэсію. Згодны? Мінздраў і Еўрапейскае рэгіянальнае бюро САЗ правялі дослед і налічылі, што цалкам па Беларусі 12,4% насельніцтва ходзяць з сімптомамі дэпрэсіўнага засмучэння. Гучыць жудаснавата, асабліва калі ў думках адняць колькасць тых, хто наведвае дзіцячыя садкі і ўлічваць толькі дарослых. Па Менску лічба зусім велізарная, кожны чацвёрты дэпрэсіўны. Лекары супакойваюць, што гэта ўсё наступствы ковіда. Людзі, маўляў, мала гуляюць, ядуць усялякую гідоту, вось і вынік. Каму гуляць, часцей сустракацца з сябрамі і смачна есці, здаецца занадта сумным планам. Сама статыстыка САЗу прапануе больш арыгінальны спосаб барацьбы. Справа ў тым, што ў Мінскай вобласці дэпрэсіўных не толькі менш, чым у Мінску, а ўвогуле менш, чым дзе-небудзь яшчэ ў краіне. Гэта значыць, магчыма, што для паляпшэння самаадчування дастаткова проста выйсці за кальцавую. А ўжо калі адначасова нешта жэрці, то ну сапраўды спрацуе. Ночной гуляка угнал такси с 2 пассажирами. I got the love of a good woman. Fuck that. A great woman. I'm damn lucky. No, fuck lucky. I deserve her. Why? Because I'm a good man. See, I realize that about myself now. I appreciate me. This is one shitty Uber. Oh, Mom's dog's having a heart attack. Are you Hank? Yeah. I mean, we should be saying that to each other. I love me. Mom's texting me from the vet hospital at 2 a.m., man. Say it with me. I love me, right? Come on. Say it! On the defibrillator. Can we go? Do you fellas mind if I hop in the bar and pee? You gotta go, sister. Is it gross? Everybody pees, everybody poops. No. The bathroom in the bar, is it gross? Because I have OCD. It's really gross. It's disgusting. I will squat then. Fuck. Poor Wally. We should go to the vet right now. I got my cock sucked in the bathroom once. Hey, some girl's following us. You forget to give a girl your number or something? Stealing my car! Get back here, you asshole! My fucking car! I think I recognize her from somewhere. Who's it? That girl that's working at that place, you know? Sort of looks like her, but... Pull over! Hey, dude, I know. She looks like our Uber driver. Hey, I just want to try out the Prius. Get over! It is a good car. Asshole, you're going to jail! Get on the ground!
The car was lonely, and not too far. Do you know how long it took me to pay this fucking piece of shit car off? Please, I only borrow. Bitch! You're going to jail, motherfucker! Was it worth it? It was worth it. Finally, I love me. And the moral of the story is, love thyself, and life will always be a joyride. Wally lives! Baby, I need your loving tonight. Восьмилетний пацан снял деньги с чужой карточки и поделился с отцом. Гуляем, сынок, гуляем. Вот так вот все, крепко. Ёлкает такое. Ясно. Ну пойдем возьмем сладкое. Вот. Не хочешь? Ты попробуй, это мы никогда такого не могли себе позволить. И смотри, это панированные креветки. Это вот эти американские. Слушай, а что... Чего? Стоп. А ты пожертвования когда-нибудь делал? Пожертвования? Стоп, ну на какие? Нам самим нужны пожертвования. Нет, может быть. Если бы я был Элтон Джон, я бы делал пожертвования. Но я просто Василий Петрович.
Ой, я проигрываю. Смотри, тебе нужно опуститься зачем-то сейчас. Это что такое? Это что такое? Я не понял. Он его выронил случайно. Слушай, сын, это какой-то... Чпу. Мне 8 лет. Где твои родители тогда? Я бил еще в полсилы, девочка. Че? Фу. Да ладно. Ну-ка. Ох ты, Фортуна Бонавита. Опа! Совпадение, не думаю, бритвы короля, января, февраля, клоун это здорово, весело, каков такой сегодня клоун твой, такова стихая твоя миссия, клоун это здорово, весело. Каков такой сегодня клоун твой, такова стихая твоя. Николай Лукашенко спас жизнь журналистке, подсказав завязать шнурки.
when to turn around, okay? Because you're the guy who can dictate that. You ready? Не произошло это? Ну правильно. Поднимается и падает. Я тебя предупреждаю. С сегодняшнего дня запрещается.
Русские ученые намерены лечить рак сморчком вонючим, фалюсом нескромным. Найден и продается самый небольшой замок страны. Просто дом, мой дом, крошка дом, замок дом, за окном, крошка дом, дом, мой дом, замок Чидом, это замок Чидом, это замок, это замок Чидом, а может пополня, а может канура, а может печора, а может нора, дом. Benoît, elles sont propres maintenant tes dents. Charles? Je t'ai pas entendu sonner. J'ai le code, c'est toi qui me l'as donné. Tu fais ta sieste du matin? Non. Je bois. À Berlor. Prosit. À la victoire. À notre victoire. T'es pas à Moscou en tout cas. Chez une amie. Elle a un bon canapé, à ma taille. J'aime travailler couché, je tiens ça de mon père. Parce que là, tu travailles. Comme un âne. Faut bien. Tu as annulé ton opéra. T'aurais pas dû. J'ai rien annulé du tout. C'est les autres. Peu importe le point de vue. Sois un peu fair-play. Et admets que nous avons fait de grands efforts, vu la situation. Par exemple, nous avons rouvert le théâtre à Moscou. Tu peux y venir quand tu veux. Qui ça, nous?
J'y ai vu 32 personnes enthousiastes. J'essaye de t'aider. Tu es un artiste. Et l'art se moque des guerres, comme les rossignols. Tu veux pas jouer à Moscou? Tant pis, je comprends. Mais t'es aussi tricard à Paris, à Berlin, même à Mannheim. Ça veut dire que tu ne joues plus nulle part, que tu joues plus, que personne n'entendra la tête qui parle, que tu laisses tomber tout le monde. J'ai un plan B. Il va appeler dans 2 minutes. Le plan B va m'appeler. Boulianov. Léonid Boulianov. C'est un gag? Non, c'est un Bélarusse. Je lui ai tout raconté. Ah, B comme Boulianov. Ou B comme Benoît. Ok, attendons. Бенуа Барном, знаменитый композитор. Леонид Бульянов, риэлтор. Риэлтор и ваш поклонник. Приятно познакомиться, Леонид. Ну, почему поклонник? Вы же художник. Мы уважаем художников. Je lui ai dit que tu n'avais pas où jouer. Alors j'ai pensé que le Bélarus serait une excellente terre d'accueil pour la tête qui parle. C'est la vraie Russie, la Rousse antique. Tout vient de là. Les baba-yagas infantivores, les chats qui racontent des histoires, les maisons sur pattes de poule, les géants, les nains. C'est une sorte de no man's land où tu aurais été le seul occidental à montrer courage et indépendance. Tu représenteras la tête qui parle dans ce no man's land. C'est grand, non? Tu bluffes. Извините, это вы сейчас о чем говорили? Бенуа прекрасно понимает по-русски, но почему-то говорить не хочет. C'est pas vrai, je parle mal. Леня? Приготовились? Высылаю. Послушайте, Шарлик мне все рассказал. Надо спасать оперу. Приезжайте к нам, у нас тут хорошо, уютно. Никого за 50 километров, кроме котов. Пусто, воздушно, свободно. А около леса самый маленький замок в мире. Что не сказать, пряничный замок, как в сказке. Ваша говорящая голова, это же Руслан и Людмила, я правильно понимаю? Тогда где, если не здесь? Здесь Русью пахнет. Точнее, Белорусью. Это такой яблочный аромат. Я ему уже объяснял. C'est pas une bonne idée? Un parfum de pomme, c'est pour toi? Oui, c'est une bonne idée, mais c'est trop tard. Ну что, берете? Надо брать. J'en veux pas de son nain au château. J'en ai déjà un. Он спрашивает, сколько за нанозамок. C'est pas vrai, j'ai rien demandé. Я ничего не спрашивал. 7000 долларов. Что, дорого? Возможен торг? Или у вас какие-то сомнения этического порядка? Именно этического. Как вы догадались? Понимаю вас, Бенуа. Понимаю. Но это не Россия. Это Беларусь. Вам вообще нет смысла беспокоиться о своей репутации. Конечно, все знают, что Беларусь союзница России, но она не воюет. Она просто ждет и в ожидании играет в шашки. Это европейский оазис. Тут фронт повсюду и нигде. При чем тут шашки? Charles, j'en veux pas de ces salades. Салат? Какой еще салат? А при чем тут салат? Нет, говорит, не нужно. Не нужно? Не будете брать? Даже за 6700 не нужно? А кому тогда это нужно? Шарлик, приведи его в чувство. Я так старался. Куда мне теперь засунуть этот нанозамок?
Пойти положить в шуфлядку на кухне. Шарлик! Шарль! Бенуа. Для лукоморья дуб зеленый, на дубе золотый ланцуг, и днем, и ночью кот вученый по ланцугу вяде свой круг. Ідзе направо спел заводить, налево каску распачне. Там цуды скрозь лясун там ходить, русалка меж галін мільгне. Там на нязведаных дорожках звяроў дзівосных след ляжыць. Хатинка на курыных ножках, без вокнаў, без дзвярэй стаіць. Праяў там повен лес даліны, там на світанні хвалі хлынуць на прыбярэжныя пяскі. І 30 віцязяў плячыстых чаргой выходзяць з хваль праздрыстых, і з імі дядька іх марскі. Там каралевіш мімаходам палоніць грознага цара, там чараўнік перад народам, ці цераз лясы і цераз воды несе асілка са двара. Цямніцы там царэў натужыць, ёй шэрвоўка аддана служыць. Там ступа з бабою ягой, ідзе, прыйдзе сама сабой. Там цар Кашэй над скарбам чахне, там рускі дух, там Руссю пахне. І я там быў, і мёд я піў. Ля мора бачыў дуб зялёны, пад ім сядзеў, і кот вучоны свае мне казкі гаварыў. Benoît! Benoît! Оказалось, что у 25% минчан депрессия. Узнали? Согласны? Я пытаюсь что-то начать делать, придумать какой-то сюжет, снимать кино, но уже в самом начале я понимаю, что как-то все это никак неправдиво, я не понимаю вообще, зачем это. Очень редко сейчас, да практически вообще такого нет, что ты понимаешь, что действительно то ради чего стоит что-то делать. Вот. Миша, ты как доктор. Что ты мне скажешь? На самом деле это интересный момент, наверное, больше внутреннего погружения в себя.
и тех чувств и переживаний, с которыми ты сталкиваешься, когда задумываешься об этом, когда ты говоришь об этом, чего как будто бы внутри ты хочешь этим достичь, чего ты хотел бы сказать другим людям в этом. Это того, что мне нечего сказать, или что-то не так с переживаниями? Да, как раз таки про то, вот, например, когда ты говоришь, что все уже снято, и это вызывает у тебя какие-то чувства, там, это может быть досада, грусть, это может быть какие-то другие какие-то сложные переживания, твои даже в большей степени, потому что ты как человек творческий, ты вкладываешь себя в этот процесс. И твои желания, которые, в общем-то, тоже через этот проект реализуются. И здесь самое сложное — это как раз-таки понимать себя в тех чувствах, которые ты испытываешь, в том, кто ты есть, и в том, чего бы ты хотел от этого проекта, от этого действия. В общем-то, наверное, отвечая на эти вопросы, что я чувствую, кто я и чего бы я хотел, можно прийти к чему-то. Действительно, я думал про то, сколько ты усилий вложил в предыдущую работу, сколько ты усилий вложил, чтобы сказать, а тебя не услышал. И сейчас как будто бы нужно еще больше усилий вложить, чтобы тебя услышали, а сил нет. Ну, вот даже вот сейчас как будто надо вкладывать больше усилий, чтобы что-то ты расслышал из-за поезда, который идет. Найдено самое хайповое минское место для наркоторговли. Это лесочек за Новой Боровой. Йоу, чуваки, это закадровый голос Сака Снуп, он же Панк, ну, или Панек. А? Чувак мне Ким Чен Ын звонит. Ладно, отвечаем. Алло? Здрасте. А этот четкий самурай, мой бро Саммер. Мы начинающие музыканты, недавно закончившие школу. Теперь только тусить и писать альбом. Детское шампанское неплохо заходит с коньяком, кстати. Собака за рулем. Скоро мы станем знамениты. И, кстати, скиньте бабос, плиз, на карточку, на бухло, на дракс, на бичес, на лайф.
Бля, ребят, если я бухаюсь за говно, я сам дома буду сесть. Бля, нахуй мне не подали, эгоисты. Ну ёбаный. Там кто-то пришел. Неплохо у вас тут. Все светится. Да, видок зачетный. Вон там здание вообще будто карусель, которая крутится. О, да. Бля, вот там хата вообще, наверное, лямов 40 стоит. У тебя с чем? Давай обмен. Я пробовал курить электронки, но от них легкие жестко забиваются. Ты давно куришь? 5 лет. А сколько тебе сейчас? Почти 18. Да, последнее лето флекс. Понятненько. Я вообще тоже. Тебе вообще бросать надо, девочка. Не. А тебе сколько? Мне 23. А ты в универе уже? Он закончил. Я уже закончил. Круто. И что в этом крутого? А ты куда подаешь? Мы с Ваней еще давно договорились никуда не поступать и просто пойти работать и делать музыку. Но в последнее время родаки часто ебут меня за образование. Мне просто похуй учиться 11 лет, чтобы потом еще 5-6 лет проебать. А если не выгорит? А зарабатывать как? Музыкой. Музыкой, блядь. Вы пишете? Ну, мы пишем музыку в основном для себя сейчас. Чувак, у нас вообще-то скоро альбом. Ой, чел, не знаю. Ты поступаешь в универ не для того, чтобы учиться, а чтобы с нужными людьми знакомиться, бабки делать. Там связи наработаешь и дальше уже двигаться нормально будешь. И много ты нужных людей встретил. Слушай, ну достаточно, чтобы открыть свой бизнес и делать денежку. Хуйня какая-то. Я бы ради такого учиться не пошел. А ты куда поступаешь? Художественную академию. Вообще как-то. Серьезно? Супер странно. И другой. Типа... Нихуя себе.
Я как-то на даче лягушку поймал, посадил ее в ящик и забыл нахуй. О, да, через год я возвращаюсь, она там услышала одна. Я никогда не сосался с подругой. Я, конечно. Мой первый поцелуй был с моей лучшей подругой. Я никогда не дрочил на гей-порно. Хорошо. И чё, как? Нормально? Секс есть секс. Это как типа кино смотреть, понимаете? Порно, просто это немного круче. Там можно еще и типа что-то поделать. А какой тебе жанр? Порно люблю все жанры. Но по жизни я весь такой типа. Скромный очень. Очень скромно. Блядь, Я могу поменять. Да я там выпью, мне нечего. Я никогда не ебалась. Что она только что снесла? Ребят. Ну, Слава, ты тоже? Она просто обещала косить. Я ебаюсь. Я смотрю на тебя, типа, но мне кажется, что ты никогда не мало чего делал. Такой рубашки себе. Можно сказать, это 17. Могу успел попробовать. Ты что уже не ходил? Страшила. Я экзамены сдал. Почти опять. Ну Ладно, так, дайте мне подумать, пожалуйста, это сложно. Бля, кстати, я, наверное, сейчас именно на тебя уничтожу. Я никогда не дрочил на фурии. Рассмешнил смешного, ну ты вообще разорвал. Подобное животное. Даня не Животные, которые на двух ногах ходят, еще разговаривают. Нет, я просто вас уважаю. Поясни ему за фурей. Человекоподобное животное. Антропоморфное. Антропоморфное. Нет, кентавр это мифологическое существо. Сексуализированное, человекоподобное. Да, бля, заебало это уже, бля, Animal Planet. Стоп, никто не снимал ТикТок? Нет. Ты комнату. Ну, мои черновики бы Ты снимал? Чуть-чуть выпью, чуть-чуть. Я тоже немного, типа, знаешь, один черновик лежит в ТикТоке, никогда не выложил, ни разу вообще. Я никогда не была в отношениях дольше 2 месяцев. Пей. Я тогда осознал вообще суть моего образа жизни. Я лежу, мне дрочит девочка член. Пей. Лежит со мной. Вот, я лежу такой типа, бля, я не хочу этого, я хочу чего-нибудь нормального, не такого странного, да? Но при этом мне же приятно. И я не могу сказать ей хватит. Я никогда не влюблялась. Вообще никто, вообще все бы могли не пить, сказав, что не любили по-настоящему. Чувак, а я в смысле, блядь, влюблялся нахуй. А я нахуя вот существую в твоей жизни. А? Это братская любовь. Братская любовь и любовь. Я вот пока ты еще лежишь на кровати в 4 часа вот ночи нахуй встаю, иду краситься, блядь. Чтобы потом лечь спать. С беконом. Чтобы и ложусь обратно, типа красивая. Мы сейчас вернемся, ребят. Пиздец. Бля. Че, продолжим? Я никогда не был кикнут с катки. Чего? Ладно, типа из КС? Это что-то... Ладно, слишком погиб. Кидали репорты. И кто же это? Короче, чувак, у меня есть охуенный план. Я заказал несколько колес. Нам останется их только забрать. Они тут недалеко. Мы вернемся. Я угощу Лину, и все будет. Пушка. Бомба.
Йоу. Всем приветики, кто на стрим заходит. Ну, тут на какой-то тухлой тусе сижу. Разошлась со своим недопарнем. Кто на тусовке сегодня? Да, куча народ на самом деле. Но есть один парниш, который мне очень понравился здесь. Занято. Вань, ты? Заходи. Слушай, Лин, тут такое дело. Нам надо кое-куда отойти. Мы ненадолго. Дождись нас, пожалуйста. Я с вами поеду. Нет, точно нет. Бля, ебать безлюдно на улице, это кайф. Если бы на крыше было отверстие, куда высунуться, я бы прям в окно пошел. Вон у тебя хуйня в руке, с каким вкусом. Банан, отвечаю. Экзамены так заебали, пиздец. Надо отдыхать. Ребята, вам сколько лет? 18. Да. Сколько лет? Девушка. Девушка. Ну так вот, мне 18, кажется, да? 18? Да. Ты совсем еще маленький. А у тебя парень есть? Да. А ему сколько? 23. Не знаю, ну типа. Тебя как зовут? Мелина. Ебать, там чернь какая-то впереди. Я надеюсь, нам не туда. Я очень надеюсь, что нам не туда. Что, куда мы? Конечно, хуево вообще произошло, да? Братаны. О, бля, все беспалевно идем до закладки. Сюда подойдите. Мы вообще типа правильно идем? На самом деле, немножко некомфортно. Страшно. Давай так хотя бы его догонять, хочет плату нашу забрать, блядь. Говорят, в этих лесах ходят наркоманы с ножами. И если видят похожих на них, то достают ножи, стопают челиков и спрашивают, есть что. Если нету, они могут просто нож в печень вонзить, просто чтобы дозу найти. Я попустил. Блять, интересно, сколько сильно мне разъебался мейк на самом деле. По-любому, Бро. вот, наверное, что-нибудь подзабил, какой-то консилер, блядь, Чё? разъебался. Ну, бро, я думаю, у вас все четко. Чувак, мне кажется, она... Не. Всего. Бля, бро, ты меня уже заебал этой хуйней из Ханны Монтаны. Ну, серьезно. Сейчас мы поступим в университет и начнем искать работу. Вольемся в эту взрослую жизнь, и уже не будет времени на все эти тусы. Бля, Саммер, знаешь, что меня действительно в тебе бесит? И что? Что ты сыкун. Чуваки, давайте просто заберем что-то. Что ты боишься проебать образование, работу. А ты, как вижу, вообще ничего не боишься. Тебе вообще похуй. Ты не будешь никуда поступать, а что дальше? Блин. Поебашишь в армию? Охуенная. А альбом как же, чувак? Да, блядь, альбом всегда можно написать. Да пошел нахуй. Да, блядь, ты ж как ребенок. Это фонарь? Солевые маньяки. Блядь. Руби фонарик. Что?
Ты его видишь? Нет. Я вообще ничего не вижу. Может, он вон в той штуке? Вон. Ваня! Видимо, нет. Вань! Блять, может, нахер его? Мне кажется, он уже свалил без нас. Так у него наши карты. Ну, пошли. Вань! Бля, нет, давай нахер, а. Чего вы пишете вообще? Вообще, Ваня ж... Мы не пишем вдвоем, у нас не получается. Он пишет ОННВ. Я пишу гранж, сопливый рок. О, то есть ты еще текст пишешь? Да. Ну, мы уже так по факту разделились. Но он еще не до конца этого понял. Ручку. Так. Блин, сложно. Ну так? Я не знаю. Я... 0 людей? А? 0 людей? 0 людей. Ну, типа, из разряда увидел собаку, понял, что это твое, и только потом дал имя? Нет, я не знаю. Ты вообще не хочешь домашнего любимца? Ну это заеб. Я не тот человек, который будет просыпаться там в 6, 7, 8, даже в 9 утра, чтобы выгулить его. Я в 9 возвращаюсь домой. А? Ты не собака. Рыбки, аквариум. Да, чтобы смыть какую-то. Может, не человека? У него типа можно вытянуть, как человеческий. И он будто бы, короче, кулаки держит, а не лапки. Он еще угрожающе так смотрит, короче, типа. Чувак, а мы, короче, не заметили вон тех 3 котов с нарисованными лицами. Господи! Матильда, Дональд, Гесси, вот. О май гад, а что они такие? Видишь самого левого с бровями? Что ты, ну, гуглишь? Я хочу, короче, посмотреть вызов египетского кота. Ну, давай, читай. Так. На одной стороне листа напишите желание, либо на телефоне. Не стоит писать пустяковое желание. Потом нужно нарисовать пирамиду. Возле этой пирамиды сделать какие-то движения. Возле этой пирамиды. Тектоник какой-нибудь? Да, ну, все, я согласен. Погнали, найдем местечко крутое. С закрытыми глазами. С закрытыми глазами. Мы не открываем глаза. Дверцами руками. Да, и говорим египетский кот. Ладно, давай начинать. Да, давай. Египетский кот, приди, и желание наше исполни. Египетский кот, приди, и желание наше исполни. Египетский кот, приди, и желание наше исполни. Все. Где он? Кот-призрак. Да. Довольно жутко, если честно.
Блядь, я не знаю. All I want is nothing more to hear you knock at my door. 'Cause if you I could see your face. Блять. When you said your last goodbye, I did a little bit inside. I lie in tears in bed all night. I alone without you by my side. But if you love me, why leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. You'll find somebody like you. Белорусский аист пытался сесть на автобус до вокзала и стал звездой ТикТока. Hello, this is the Romanian filmmaker Radu Jude, and this is my first Belarusian film. A film based on the story by Anton Serenkov, whom I didn't know about, but I'm so happy to find out. As I don't know much about Belarusia, actually. Of course, I know about Lukashenko nowadays. Unfortunately, I know about the great Svetlana Alexievich, and I read her books. And I know a lot of stories, traditional stories taking place, of course, in Minsk, which is like a legendary city. I didn't have the possibility to visit it yet, although I was invited to the film festival there, and I hope one day I will get there. The story by Anton Serenkov, which I have chosen, is this one, about a Belarusian stork which tried to board a bus to the train station and became a TikTok star. Now I'm quite old. I'm 45 years old, so and I don't know how to use TikTok very much. I have a TikTok account because I like to watch the videos. For me, it's like the beginning of cinema. It's like Lumiere or like Warhol in a way sometimes, and you find there things which are not represented. But why do we need stars? It's like Hollywood. But if I open the TikTok, for instance, and we know that actually TikTok is not that innocent as the beginning of cinema, because we know how easy they profile you, etc., etc., and we don't know all the implications of all these things. But for instance, if I open, I only find horny women, another horny woman, some peasants, which you don't really see in cinema, another lady shaking her ass, someone who hits nails on the head with a hammer kept instead of his penis in the pants. A woman who says that she has a nice ass but nobody to slap her. So I don't know why my profile like that, but this is my TikTok every day I open it. So or I could have chosen, this story about Mogilev orphan, because Mogilev made me remember very strongly, because I made some films about the involvement of Romanian army in the Holocaust. Made me remember the involvement of Romanian army in these mass killings, and Mogilev, with Romanian pronunciation Mogilău, was a terrible camp run by Romanians. But it's a sad day anyway
It's the day of the terrible earthquake in Turkey and Syria. So maybe let's get back to. It's enough with this sad news. Let's get back to the stork. If you search on Google Belarus stork, you find out that it's the national, a kind of national symbol of Belarusia. I didn't know that. So who could be this TikTok star? Maybe this one. You know, actually there are two in a heart shape form. Now that's too cheesy. It should be only one. Maybe that the most banal stork became the TikTok star. I don't know. I like to be this one, from this story. And then I found out that, for instance, if you search like on Google Belarusian stork on a train and search for images, one of the stories that appears actually is about some oh, it's here. It was here from the beginning. Cyber partisans hack Belarusian railway to disrupt Russian buildup. So one can ask why they are not them. Belarusian railway rebellion disrupts Vladimir Putin's Ukraine war. Why they are not them, the TikTok stars instead of the stork, you know. But there is a poetry into this, and that made me remember, if you want, that Jonas Mekas is in a way would have liked, I think, this story with the Belarusian stork, because he's someone that was a proto-TikTok master, I think. And if you watch his 365 films that he made in 1 year, you would discover that the possibilities of TikTok or of this kind of cinema are maybe bigger than what's happening today. And I could dream of Jonas Mekas doing the TikTok videos, like the one with the stork, you know. Now it's better. He made this kind of things. Music. Even a little music. Help. Help. Yes, yes. Go there, go. But you know, now I remember that it's in haikus, and I have a PDF with this great book edited by Robert Haas, who's a great poet. And if you search, for instance, for a stork, there's no stork, nothing. But if I search, for instance, what kind of birds could we search for? A cuckoo, then there's a lot, like this one, which is beautiful. Even in Kyoto, hearing the cuckoo's cry, I long for Kyoto. Or this one. But no stork. Anyway, but if I search generally for bird, which could include the Belarusian stork, then one can find this small haiku, which is translated literally, not with 575 syllables style, but doesn't matter. So I think this is for me the perfect way to end this film about the stork. We can imagine that these birds are the storks in the story.
So this is very fit to me, I think. This haiku. Thank you very much. Белорус увидел в окно таких красивых девушек, что тут же принялся мастурбировать. У тебе такая класная попка. Я убачыў і адразу кончыў. А як табе мае грудзі? Я облизал их целую ночь. Я тут подумала. Хочешь полизать УРЛ? Ох, что ты со мной робишь, я зноў зараз кончу. Давай у мяне. А цябе мой узрост не збянтэжыць? Колькі табе? «13». Ёб твою мать. Все, иди нахуй. Не, я на этот крючок не клюну. Белпицца слушает. Я долго буду ждать заказ. Я хочу пиццы. Извините, пожалуйста, курьер выехал, но задерживается. Для чего вообще нужна доставка? Я что, чтобы купить еды, должен на улицу выходить? Вы на это меня толкаете? Приносим свои извинения, ждите. А я так и сказала. Нет, ладно. Гляди, ён на нас дрочить. Снимите его на телефон. Я не могу. Все, я звоню в милицию. Красавчик просто. Быстро на колени! Руки за голову! На колени! Не рыпайся, сучка! Хто заказував піцу? А с чем пицца? С анчоусами. Ну что, драчун, попался?
По совокупности нарушенных статей 951 пункта Б, 520 части 1, 2, 1137 части 2 подпункта 23 и учитывая тяжелый моральный вред 4 потерпевшим, подсудимый приговаривается к 20 годам колонии строгого режима без права на досрочное освобождение. Витебские ветеринары спасли простого минского ежа. Well, the good news is we are taking the next steps to stop it. It's a good thing you came in when you did, because I'm gonna be honest with you, if 48 hours from now, you'd probably be a goner. I'm sorry. It's massive. Do you have any idea what could have caused this? Doctor? I am fucked. This one goes on in the front. This one you wear like a robe. How big is the mass? 15 by 11 by 15. It's bloody massive. We're gonna need to get some more blood for a transfusion. Just here to size you. The anesthesia mask. Oh, little big. No problem. Let's try another. Oh, I have another one. 1 second. Yes, excuse me. I'm going to need another mask. Another. We can't find a mask that'll fit. Oopsie. You said I only have 48 hours. Well, 24 now. You said that it would be fatal! Yes. Exactly! I'm terribly sorry. You have terrible bedside manner! Sit back, relax. Okay, watch some TV for now. Welcome to the Waiting Room Game Show. You won a trip to Croatia. You won a pile of dirt. You are a king in your own world until your peasants decide to start a coup. I thought I kept my peasants in line. I respected them. I may not have always exercised or listened to my gut when it screamed in blood-red fury, but I did my best. The funny thing is, I haven't even figured out what I want to do with my life, so I have nothing to mourn the loss of. You know, why is it that the threat of death is more comforting somehow than the comfort of life? And why have I fallen into such terrible stagnation? If I'm being completely honest, I fear that none of this will matter. Even if they do find me a mask in time, what then? A few days bed rest, a few weeks of liquid diet, and a lifetime of mild anxiety keeping the battery running until the next minor catastrophe. I fear that I will leave this hospital in a worse condition than I came in with. I fear I'll leave this hospital just the same. How was I supposed to know I wasn't healthy? I don't even know my own body. I live in my head. Why didn't I notice a lump in my mouth? Perhaps I did. I didn't even care to figure out the problem. I have been in a waking sleep. The doctor must understand I don't need anesthesia, for I am already in some way asleep. If I come out of this, I vow that I will come out less afraid of the temporary or of risk. To embrace it when I do feel big feelings. In my next life, entering. I'll allow myself to feel the braver. Karmic cycle. In my next life, I'll be bolder. In my next life, I'll be... Awake! He's awake.
Без лишнего шума открылся балдежный мост к Зыбицкой. Подвыпившие минчане закончили разговор по душам сексом в кустах.
В Минске продают балдежный дом на воде. Может, вам надо? Я вернулась домой и поняла, что я хочу уехать отсюда снова. Поэтому я купила дом на воде. И хочу решить потом, где я остановлюсь дальше. Без тебя. Но почему? Потому что здесь ты больше не со мной. И ты не поешь мне свои милые песни. Но я снова хочу вернуться в свой Косинвей. Я никогда не чувствовала себя более свободно, чем там. Да. По-настоящему он выглядит вот так. Но в ощущениях он именно такой, как на картинке. Да. Что с моим физическим пространством? Что с моим физическим пространством? Посмотри. Здесь. Здесь было так легко. Так легко. Но не сейчас, как назло. Бам! Бам! Ты думаешь, я идиот? Нет. Я чувствую злость. В общем, теперь это мой дом. The angel from my nightmares. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. Я не знаю точно, куда я направляюсь, но я могу решить в пути. То, что надо. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And now I start counting the webs from all the spiders, catching things and eating their insides. And I was easy to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight when you're gone on me, your own. The voice inside Оказалось, что у 25% минчан депрессия. Узнали? Согласны? Да. А вот еще классная. Белорус увидел в окно таких красивых девушек, что тут же принялся мастурбировать.
Испанский стыд какой-то. Да, 4 жительницы Лиды прогуливались под ручку по центральной улице города, прикиньте, в центре. Да. И их увидел чувак в окне и стал мастурбировать. Слушайте, ну, немножко в кассу новость тоже. Белорусская гадалка беспардонно, вот так написано, представляете, беспардонно, поставила клиентку с ребенком. Короче, одна гродненская женщина все не могла успокоиться, что ее бывший муж тратится на свою новую жену и ребенка, а их общему ребенку не платит алименты. И она говорит: слушай, я сходила к гадалке, это ребенок не твой, ну вот который от новой жены. А он пошел, проверился, ну все там сдал, да, и выяснил, что он от новой жены, у него ребенок его, а от старой жены не его. Вот не рой другому яму, как говорится, да? Это жизненно, это жизненно. Да, вообще. Да. Вот еще одна новость, кстати, из Бреста. О, я из Бреста. Ночной алкоголик угнал такси с 2 пассажирами. Вот так вот, да. Заказали какие-то ребята себе такси. Таксист что-то вышел куда-то за шаурмой, видно. Сел какой-то к ним пьяный чувак и укатил вместе с ними. Да. Это как у Гая Ричи или этого... Как охренели, наверное, эти два пассажира. Вось яшчэ ёсць такая навіна, я хочу прочитать. Ну, новость хорошая. Да. Оказывается, 25% белорусов маюць депрессию. Угу. Уяўляеце, гэта кожны 4 з депрессией. Не, ну это только мне смешно, наверное. О, подождите. Вот еще классно. Мужик побил таксиста из-за громкой музыки, хотя было вообще тихо. Что, музыка у него в голове была? Я не знаю вообще. А представляете, что было бы, если бы у таксиста реально играла музыка? Спалил бы его тачку к чертям. Собачий. Один мужик, я вот тоже прочитал новость, на стройке себе установил ловушку, чтобы вора засечь. И у него все равно украли фотоловушку. Ну вот вам в копилочку сейчас видосик найду. В Минске, на остановке, прямо в центре Минска, аист, животное, птица. Приезжает автобус, открывает двери, птица заходит в автобус, вместе с пассажирами едет 2 остановки и выходит на своей остановке, как ни в чем. Да ладно. Да, все на телефоны снимали. А есть видео посмотреть? Да, фиг его надо поискать. Это было. Прям не верится. Представляешь, реальный да, аист. Ну я помню, там прям аист стоял вот около двери, ждал, пока приедет автобус. А давайте, а как называется? Я тоже поищу видео. А там что-то аист проехал 2 остановки в Минске в автобусе. Да. Что-то такое. Аист. А я сейчас найду. Аист проехал 2. Это в Минске, правильно? Да. А вот, смотрите. В Лиде у вора телефонов украли телефон.
Come in. Hello. Could somebody help me, please? My phone got stolen. Please take a seat. Officer Norbert will take statement. Okay. It says the phone should be somewhere here. This way. Who's that? Where? In front. 1 o'clock. I think it might be our guy. All right, let's go check it out. Police! Stop running! I think it's the one.
Could you enter the phones in the system? Yeah, sure. Wakula, come check this. This phone was already reported. It was reported stolen 1 year ago in March by someone named Soroka, 51 years old. Okay. Call those back to the station. Something is not right here. Come in. So you found my phone? We did. Awesome. We also found that it doesn't belong to you, does it? Did you steal it last March? Thank you. How wonderful. Thank you so much. Mr. Soroka, do you recognize this man? What about this man?
Why would Vus, who turns out to be a thief as well, come in and report a phone that he stole himself a year ago? He probably didn't expect us to find out who the actual owner is. Why? What did he say to you? Yeah, he really didn't give me a good answer. Well, to be honest, I don't really care. We solved this case and a few others along with it. Yeah, but still, why would somebody take that risk to be exposed and go to jail? It just doesn't make any sense, right?
Hello? I'd like to confess. What? Shall I confess? Hi, Kimmy. Why would a phone thief go to the police and report his phone stolen? I cannot state for sure their intention, but it is highly unlikely for a phone thief to go to the police. It goes against logic and could potentially lead to the thief's arrest or investigation. I agree. But it did happen the other day. Can you think of any reasons at all? Maybe they have a strong sense of ethics and believe it is the right thing to report a crime, even if they were the ones who originally stole the phone. The guy didn't seem like a deeply ethical person. Give me some more possible reasons, please. Perhaps he had sentimental value or important information on the stolen phone. Or maybe he reported his own stolen phone to deter any potential competition in his illegal activity. Doesn't look like that, Kimmy. I did an extensive check on him. Any other ideas on his motives? I cannot speculate as to the motives or actions of individuals. Ultimately, it is impossible to determine the exact reasoning behind such a decision. Sorry.
Белорусские пенсионеры обманули телефонных мошенников за здорово живешь. День добрый, скажите, пожалуйста, я туда попала, это... Ну да, это я. Это вас беспокоит из прокуратуры, отдел уголовных наказаний? Присядьте, пожалуйста. Ну, хорошо, сижу, я и так сижу. Случилась беда. Скажите, пожалуйста, это ваша супруга? Зинка? Да, Зинка, жена моя. Дело в том, что ваша супруга стала участницей чрезвычайного происшествия на трассе М1, но все живы, здоровы, вы не волнуйтесь. Сейчас она поехала в областную больницу. Она была признана на месте виновной в этом. Да что вы говорите, господи, что вы говорите? Ой, господи. Зинка. Да, она же не ездит почти. Куда же она поехала, господи? Ну, вы понимаете, ваша супруга, она нарушала правила, она превысила скорость, она, в принципе, виновата, есть потерпевшие, но, в принципе, все нормально. Потерпевшие готовы забрать заявление, им просто нужна компенсация, понимаете, компенсация ущерба. И я вот звоню, чтобы узнать, вы готовы или что нам, ну, я хочу для всех сделать, чтобы было хорошо. Вот вы мне помогите, пожалуйста. Да, так что надо? Ой, так что там надо? Какая там компенсация, вы скажите? Ну, смотрите, потерпевшая хочет $4000, это просто за машину, за ремонт, вроде бы она не пострадала. Ну, с вашей супругой я не смогла поговорить, ее увезли, вот я вам звоню, потому что, понимаете, они уже написали заявление, если мы его дальше пустим, его уже назад не вернете, понимаете, нужно... Сейчас, вот лучше всего сейчас решить этот вопрос, чтобы дальше не пошло, понимаете? Я понимаю, конечно. Ну, я не знаю, такая сумма серьезная, я не знаю, даже не знаю. Ну, а что вы, у вас есть эта сумма? Все же это ж супруга ваша, вы, может, помогите, и нам будет легче жить, и вам будет спокойнее. Потому что если это пойдет в суд, то там уже будут другие суммы, сами понимаете. И, может быть, даже или какое-нибудь другое наказание, лишение свободы. Ну, я понимаю, да, я понимаю. Ну, я думаю, найдем эту сумму, я не знаю, сегодня. Если... я еще, знаете, вы меня... А как ее вам перевести? Слушайте, я понимаю, что вам сейчас нехорошо, вам плохо, вам нужно супругу навестить. Но давайте, может быть, вы быстро ее соберете, я к вам сама подъеду. У меня рабочий день уже скоро заканчивается, я могу в 3 часа к вам подъехать, и вы мне сразу дадите эту сумму. Вы можете и рублями, и валютой. Мы потом уже по документам это напишем, просто чтобы побыстрее вопрос решить. Вы мне сразу ее передайте, а там уже по бумажкам разберемся позже. И вы уже поедете свою супругу навещать. Слушайте, мне лекарство надо мое. Такие страсти, господи. Вы все еще проживаете на улице ведь? Да, это да, здесь живем, где прописаны. Ну хорошо, я приеду. До свидания. Зинка! Тут звонят, говорят, ты в аварию попала. Какие-то проходимцы. Алло, это милиция. Здравствуйте, дежурный слушаю вас. Мне позвонили, сказали, что надо внучка спасти, заплатить.
Ну я поняла, что это какие-то проходимцы, мой внучок в Чехии. Что это, вам телефонные мошенники, да, звонят? Мальчик неизвестный пришел за деньгами. Сидит сейчас в комнате. Слушайте, ну не пускайте его, пускай там стоят, мы сейчас приедем, разберемся. Кто такие, что такие, какие там деньги просят? Нет, так я его уже пустила, он там в комнате мужа моего покойного, я его закрыла на ключ там, он стучится сейчас. Так вы его впустили? Зачем вы его впустили? Слушайте, тогда уходите из квартиры, закройте квартиру, идите к соседке. Нет, а как я брошу квартиру? Тут же вещи. Там у вас в квартире, вы же говорите, преступник какой-то. Идите к соседке, мы сейчас приедем. Какой ваш адрес? Улица, дом. Хорошо, все, я отправил к вам наряд. Идите к соседке, ждите, пейте чай, мы сейчас приедем. Все понятно? Да, понятно, все, ухожу.